Добрый вечер, селям алейкум. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информацию. Что-то я сегодня целый день хочу представить информационную программу «Бугунь». Я надеюсь, что мы возобновим, конечно же, наши информационные программы. Мы в скором времени, но пока мы вещаем в таком режиме марафона, который называется «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя вот в эфире. Селям алейкум еще раз. Да, и вопрос с финансированием телеканала АТР не решен, вы, наверное, поняли, потому что марафон «Сейф АТР» продолжается. Вторая неделя у нас уже началась. Вчера был ответ от министра Алексея Резникова, что финансирование не предусмотрено для телеканала АТР, поэтому мы должны конкурировать с другими ресурсами, которые также вещают на оккупированную территорию Крыма и Донбасса. Более того, в эфире вчера нашего телеканала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий даже сказал, с кем придется конкурировать телеканалу АТР, и назвал такое СМИ, как «Крым Реалия», которая спонсируется непосредственно Конгрессом США, и любая финансовая помощь не от Конгресса, которая поступает в это СМИ, преследуется, это является уголовным правонарушением, и в принципе это невозможно. Главный редактор про это и написал, что они не претендуют, Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, как, собственно, об этом заявил Алексей Резников. Предлагаю послушать эту его речь, этот его месседж и продолжить наш эфир. Выведите, пожалуйста. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсирує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсирує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. А после этого главный редактор проекта «Крым Реалии» Владимир Притула написал на своей странице в Facebook. Давайте послушаем его объяснение. Друзі, колеги, щоб уникнути хибних трактувань і зайвих запитань, як головний редактор «Крим Реалії» одразу поясню, що редакція «Крим Реалії» Радіо Свобода не зверталася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із запитами на фінансування з програми, яка спрямована на підтримку єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Також не плануємо цього робити. И вот такое опровержение было уже с утра. Алексей Резников об этом заявил вчера вечером в этой же студии, а с утра Владимир Притула опроверг эту информацию. А позже еще появилась информация. Да, выясняется, что Алексей Резников солгал в эфире телеканала АТР. К нам сейчас подключается Алекса Окян, политолог, он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, для начала, пане Олеже, вы слышали сейчас и заявление Алексея Резникова, и услышали потом комментарий главного редактора «Крым Реалии» Владимира Притулы. И, собственно, вы знаете о ситуации, которая сегодня сложилась вокруг финансирования телеканала АТР. Что вы думаете, как вам вообще все происходящее? Ну, все происходящее, конечно, выглядит, будем честны, не очень. И, конечно же, в России сейчас и оккупационной администрации есть повод радоваться. Но на самом деле ситуация не настолько проста, как хотелось бы. В случае господина Резникова я склонен считать, что он договорился, возможно, или неправильно сказал название организации, которая обращалась. Я надеюсь, что, по крайней мере, это так, поскольку их системная поддержка по оккупированных территориях, она присутствует и в их риторике, и вопрос Крыма для него не чужд, это я точно знаю. Все-таки я думаю, что, конечно же, кто-то объяснится по этому поводу, поскольку иначе это обретает уже определенное очертание скандала. Параллельно с тем финансированием занимается выделением депутаты, парламент, и очевидно, что они не додали денег в данную статью, и АТР решили, скажем, поставить в равные условия с остальными конкуренцией, что является в данном случае не совсем корректно, поскольку если говорить об финансировании конкретных организаций, то, наверное, АТР все-таки это определенный символ, прежде всего, а не только частная организация, частная СМИ.
Мне кажется, что сам подход, который у нас исповедуется к финансированию организации, он не совсем корректен для бюджетного финансирования. Скорее стоило бы говорить о подготовке конкретных продуктов, и государство могло бы быть заказчиком данных продуктов. И тогда у ВТР была бы своя уникальная ниша, в которой ВТР может предоставить уникальный продукт, который мог бы быть заказан государством. И в таком случае и у скептиков было бы выбито вот этот ключевой их аргумент относительно того, как так государство спонсирует частный телеканал, пускай работает на свои деньги, конкурирует рекламой, зарабатывает и прочее. Я прекрасно понимаю, что какая реклама по первому. Но вы понимаете, что поддержка телеканала АТР – это в первую очередь политическое решение государства Украины, потому что мы не несем коммерческую миссию. То есть у нас вообще отсутствует какая-то коммерческая выгода. Мы каждый день в эфирах говорим о репрессиях на оккупированной части украинской территории, на территории Крыма. Мы каждый день говорим про убийства, мы каждый день говорим про репрессии, про тюрьмы, про 15-20 лет, которые дают оккупанты по сфальсифицированным уголовным делам по отношению к крымским татарам, гражданам Украины. Ну какая реклама? Вот мы в промежутках между этими программами будем рекламировать там какой-то кетчуп, что ли? Это же невозможно, вы же понимаете. Я на самом деле это же сказал, потому что мы все прекрасно понимаем, даже просто логически. Эта проблема же не только АТР касается, и ряда СМИ на Востоке. Я вот только вернулся с Донецкой области. И вопрос того, чтобы даже ретрансляцию оплачивать на оккупированной территории, коммерчески же невыгодно. Ну, никаких денег оттуда не будет, ни рекламы, ничего. А если говорить еще о просветительской функции, которую прежде всего отыгрывает АТР, так она изначально убыточна по своей природе. Я единственное хотел внимание, насколько мне известно, по крайней мере, раскладка вашего телеканала программ. Это у вас не только об тех репрессиях, которые на территории Крыма, у вас еще и просветительские передачи исторического характера и так далее. Очень много другого интересного продукта и важного, который также необходим украинским гражданам, в том числе на территории Крыма. Хотя я вам скажу ту вещь крамольную, которую никогда еще не говорил в эфире. Периодически, даже без моего участия, у меня моя бабушка звонит и говорит, что я вот, находясь в Днепре, смотрела АТР. Поэтому могу сказать, вот люди, которые не являются этническим крымским татаром по всей Украине, так или иначе следят за деятельностью вашего авторского цеха. Но тем не менее, вернувшись к данной теме, сейчас важно было бы этот вопрос решить в виде финансирования для АТР, выделение его, и дальше уже можно запускать диалог о том, как совершенствовать механизм. Но снова-таки ситуация ж не нова. Она в прошлом году была с финансированием. И сейчас наступать на те же грабли был год для того, чтобы выработать механизм, который, возможно, понравился бы, который бы учел бы, скажем, мысли скептиков, выбив у них землю из-под ног. Но этого же не сделалось. Так извините, сейчас просто брать и останавливать финансирование, не давая ничего взамен, наверное, это далеко не самый правильный шаг. И в данном случае страдают же не только коллектив АТР, а страдают те люди, которые в оккупации могут потерять единственный голос, который на сегодняшний день им доступен, причем родным языком, поскольку понятное дело, что в Украине другого вещания на крымско-татарском нет. Но если посмотреть, Верховная Рада пошла по пути прошлогоднему. В прошлом году то же самое. В бюджете было предусмотрено финансирование. Распределителем финансовых средств было Министерство культуры на то время. В этом году перекинули по нашу программу финансирования телеканала. И Министерство реинтеграции оккупированных территорий решило поменять цель использования денег. Вместо того, чтобы как субсидии использовать, решили использовать как услугу. И поэтому говорят, делим все на лоты, будем разыгрывать. Поэтому вот это одно нам непонятно. Я бы сказал то, что с лотами ситуация может быть, но так надо ее закладывать заранее. Можно было закладывать сейчас, на следующий год, продолжая финансирование по сегодняшней схеме на этот год, для того, чтобы стало понятно и смогли подготовиться. Тот же АТР, я уверен, ему есть что предложить с точки зрения продуктов и на те лоты, которые будут выставлены. Но это же не делается задним числом, когда финансирование уже прекратилось, когда и так канал балансирует на грани выживания. Поэтому мы тогда с вами дискутировали бы. Мы же не против предоставления финансовой помощи, проведения там конкурсов, лотов для других там средств массовой информации, которые вещают на оккупированной территории. Наоборот, в условиях информационной войны с агрессором России, который ежедневно распространяет откровенную ложь через свои пропагандистские рупоры, наоборот, Украина должна вырабатывать еще больше продукта правдивого на оккупированной территории, да? То есть это было бы логично. Мы единственное,
что не понимаем, почему это сегодня делают за счет тех денег, которые в качестве субсидий были выделены для телеканала АТР. Вот непонятно. Судя по всему, математика бюджетная. Урезали финансирование, которое в целом закладывалось, его стало меньше, соответственно, его решили разыгрывать в таком виде. Вот тут я считаю, что это просто политически неправильное решение. Вполне вероятно, что господин Резников и его команда руководствовались благими намерениями в данном случае, определенной конкуренции и так далее. Но то, что это было сделано так именно сейчас, это будет иметь негативные последствия, как для них, так и для телеканала. Для них политические, для телеканала это сейчас вопрос выживания, а для Украины как государства, конечно же, бьет по нашей обороноспособности в информационном пространстве. Вы, как говорили, до этого тоже в прошлом году была аналогичная проблема. Телеканалу также не выделяли, но изобретали разные велосипеды. В итоге получилось. В прошлом году это решилось только в мае. Наверное, мы как раз ушли на карантин вынужденно. После этого в этом году, вот вы правильно говорите, что можно было за этот год выработать, но мы не можем понять. Мы понимаем, что раздражаем Кремль. А кого мы раздражаем в Украине? Почему телеканал АТР стоит кому-то, может быть, поперек горла? Я не знаю, понять не можем. Ну, честно говоря, можно разные здесь складывать предположения, но я не думаю, что это связано непосредственно с телеканалом АТР. Вполне вероятно, что есть просто критика ваших коллег по цеху, которые не имеют такой государственной поддержки. Они могут критиковать даже не сам телеканал или поддержку ему, а принцип того, что вот смотрите, ну неправильно, когда выделяются под название телеканала деньги, да, тогда дайте механизмы другие. Ну, поле критики здесь может быть, начиная от такого объективного, как я сказал, заканчивая, скажем, там, субъективным, например, невосприятие или критика относительно собственника телеканала. Но это все лишь есть оправдание, есть предлоги. На самом деле, если мы говорим о государственной политике, то она должна быть прогнозируемой и системной. Если решение принимается тут и сейчас, причем чуть ли не обратным числом, то, конечно же, это будет иметь негативные последствия для всех. И я думаю, что сегодня уже это любое решение, которое будет, это исправление ошибок. И я очень надеюсь, что ее таки исправят, поскольку оставить сейчас АТР без финансирования, то, на которое рассчитывали, это является, ну, скажем, подарком просто нашему врагу. Рядом с тем, если действительно министерства хотят изменять механизм, я с удовольствием даже сам бы приобщился бы и помогал бы, и коммуницировал бы это, если это делалось бы на следующий год, если бы к этому готовился бы и рынок, условно говоря, и субъекты, которые находятся на нем. И тогда можно было бы действительно говорить об другом механизме, причем в первый год, второй год я бы говорил о том, что необходимо больше денег. То есть данное изменение механизма должно сопровождаться и хотя бы небольшим символическим, но увеличением данной суммы. Иначе, конечно, сейчас получается сумма меньше, на сумму накинули повышенную конкуренцию, еще и отобрали у тех, кто рассчитывал на нее. Ну, со всех сторон все негативно. Кстати, эта ситуация может обернуться тем, что у нас еще определенное время протянется данная конфликтная ситуация, которая все равно придется решать ее либо Резникову персонально, либо на уровне офиса президента. Все равно ее решат, только все останутся в минусах, а не в плюсах в результате. Спасибо вам большое. Дуже дякуємо, пане Олеже. Олег Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Телеканал АТР в эти дни поддерживают наши зрители, поддерживают политики, гражданские деятели, активисты, артисты. Мы всем безумно благодарны. Я еще раз хочу сказать нашим телезрителям, что вы можете звонить нам в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, выводят адрес нашего скайпа. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам чрезвычайно важен ваш голос. Сегодня нам чрезвычайно важна ваша поддержка. Поддержать вы нас можете, отправив хотя бы 1 гривну на счет телеканала АТР, который вы видите сейчас на экранах ваших телевизоров. Спасибо всем тем, кто находится рядом с нами, тем, кто по сегодняшний день поддерживает нас и продолжает
оказывать нам помощь. Чох Сахулнус. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Это наш адрес. Ставьте лайки, а там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Все наши программы вы можете там видеть. И самые интересные фрагменты из наших эфиров мы также там выкладываем. Вот я сначала сказала про поддержку. Сегодня на своей странице в Facebook братья Капрановы, украинские писатели, публицисты, блогеры, выложили видеоролик, посвященный поддержке Первого крымстарского телеканала АТР. Я попрошу сейчас наших режиссеров вывести это видео на экраны. Мы можем вместе посмотреть и послушать. Чому треба зберегти канал АТР, канал кримських татар? Не лише тому, що це інформаційна зброя в інформаційній війні, яку ведуть проти нас сьогодні для того, щоб відхавати у нас Крим. Є інше, воно головне, тому що кримські татари або ж кримці – це корінний народ України, це один з засновників нашої державності. І ми, українці, як чисельніший, як міцніший народ, ми повинні нести відповідальність за них. І ця відповідальність якраз дати їм змогу розвиватися як окремому народу, який живе поруч з нами. АТР – це голос кримського народу. Ми не маємо права позбавляти їх голосу. Тому збережемо АТР. Збережемо. Если вы хотите также поддержать наш телеканал, можете также записать видеообращение, выложить в различные соцсети. Это может быть YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Но только указывайте хэштег #SaveATR, «Голос Крыма», «Мая бути в эфире». Как правильно пишется этот хэштег, можете посмотреть на наших ресурсах, на странице Facebook, YouTube. Вы найдете этот хэштег, и по этому же хэштегу можно посмотреть другие обращения других людей, которые вступились в нашу поддержку и оказывают нам и финансовую помощь, мы видим. Ну и мы есть на Patreon, вы можете подписываться на Patreon и стать патроном нашего телеканала и присоединиться к нашей большой семье. Ну что ж, с нами сейчас на прямой связи Тарас Малышевский, генеральный консул Украины в городе Ростов-на-Дону. Добрый вечер. Доброго вечера вам. Добрый вечер. Доброго вечера. Мы сегодня прочитали, вы на днях были у политзаключенных в СИЗО. Вам удалось встретиться. Расскажите, кого увидели, что они рассказывают, в каких условиях их содержат, на что жалуются? Ну, я вам скажу, что это основная часть нашей работы здесь, в Ростове-на-Дону. Кроме того, чтобы поддерживать АТР, и как это ни звучит, с Россией у вас еще одна поддержка с Генерального консульства в Ростове. Дякуємо дуже за підтримку. Вот. Ну, наша задача здесь поддерживать наших узников тоже. Людей безневинных и совершенно непричастных к тому, что им инкриминируют. Да, в Ростове мы за последнюю неделю увиделись с 12 нашими политузниками. Это вторая бахчисарайская группа, это часть Алушинской группы, это Зикирья Мамутов, это красногвардейская группа. Сейчас вы меня здесь поймали в Ставрополе, а завтра я собираюсь вместе с коллегой быть в колонии, там, где содержатся Энвер Амутов, Ремзи Меметов, а также... Первая бахчисарайская группа. Виктор, да, а также Владимир Дудко. Вот завтра я к ним собираюсь. Угу. Что вам сказать? Если вы дадите мне 30 секунд, то я скажу, что... Мы дадим вам больше, пожалуйста, да. Говорите, мы слушаем вас. Спасибо. То есть консулы, которые здесь сейчас в Ростове и на юге России, это те люди, которые могут воочию встретиться и узнать о том, что происходит с нашими ребятами. Потому что, к сожалению, из-за ковида, из-за других обстоятельств родственники не могут присутствовать или вообще, скажем так, сделать какие-то визиты к своим ближайшим родственникам. То есть вот мы, так сказать, ролик, в котором мы сейчас находимся, мы единственные, кто можем видеть. Вот, например, Владимира Дудко я видел год назад. За этот год, с 2020 года, с 15 января, никто к нему не мог попасть.
или его сын, или его ближайшие родственники. И завтра я очень надеюсь, что я с ним увижусь. Также и с другими нашими узниками. Конечно же, первая задача — это узнать, как их дела, какие условия содержания, какое состояние здоровья. Все это наша работа. И я думаю, мы ее завтра совершим. И послезавтра в другой колонии, там, где Айдын Мамутов, Дилявер Гафаров, Зеври Апсиитов, Рустем Абельтаров и другие наши ребята. Что рассказывают политзаключенные про свое состояние, про условия содержания? Удовлетворительно или как нет? Как себя чувствуют? Возможно, какие-то месседжи передают нам, родственникам, соотечественникам? Месседжи я везу к ним, а именно те письма, которые передают их родственники, правозащитники с Крыма и с Киева, с Украины. Ну а то, что я о них услышу, я еще могу сказать, что я еще не знаю, но я вполне ожидаю, что это будет. Это очень жестокие условия содержания. Это, к сожалению, совершенно отсутствие медицинской помощи. Не потому, что, скажем, нет фельдшера или нет врача. Это просто из-за бюджета Российской Федерации на ФСИН эта помощь минимальная. Вот, скажем, как мне отвечают в той или другой колонии. Тарас Михайлович, у нас здесь 1500 заключенных, но неужели мы можем внимание, скажем так сказать, отдельное уделить тому или другому? Для нас важно уделить это внимание. Для нас важно, чтобы человек не потерял свое здоровье и дождался того дня, когда он вернется в свою семью, в свою страну. Пане Тарасе, а вот как вы думаете, вообще вот для начала с вами официальный Киев, возможно, омбудсмен по правам человека ведет какие-то переговоры, возможно, идет речь об обмене пленными или об освобождении пленных. Вот педалируется ли сейчас этот вопрос, обсуждается ли, возможно, с вами? Ну, моя участь здесь, скажем так сказать, на земле. На земле именно в посещении наших узников, в поддержке их, в коммуникации между ними, родственниками, адвокатом и нами, то есть Генеральным консульством. То, что происходит в Киеве и по, скажем, вот большом этом цикле или треугольнике, скажем, Европа, или говорим о том, что западный мир, Москва и Киев, это, конечно же, вне моего непосредственного участия. То есть, ну, я на прямом связи и с омбудсменом Украины, и, конечно же, с нашим министерством, с министром и всеми причастными к вопросу поддержки наших ребят. Большущую поддержку оказывает Эмине Джипар, первый замминистра иностранных дел, непосредственно мой руководитель. Вот. И эту же поддержку, ее слова я несу к ребятам. И я об этом скажу завтра и послезавтра каждому из них. Спасибо большое. Тарас Малышевский, генеральный консул Украины в городе Ростов-на-Дону, рассказал о том, что планирует поехать к ребятам, которых содержат в российских тюрьмах. Их раскидали, можно сказать, по всей территории России от Ростова и дальше, можно сказать, до Урала. И поэтому консулы вынуждены ездить по всей России, чтобы навестить политзаключенных. Людей вывезли из Крыма, граждан Украины. Причем незаконно вывезли. Да, незаконно осудили на просто бешеные сроки до 20 лет, обвинили в терроризме, надуманные дела, поэтому приходится бороться за всех. И Тарас Малышевский до этого сообщал, и в Заманах информация была, он посетил Сервера Мустафаева. Он тоже рассказал про условия содержания, поэтому действительно ужасные условия, как Тарас Малышевский говорит, что один врач, один санитар на 1500 осужденных людей, которые содержатся в колонии. Я напомню, Сервер Мустафаев, его оккупанты по сфальсифицированному уголовному делу осудили на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это гражданский журналист, активист Крымской солидарности, человек, который постоянно на территории временно оккупированного полуострова, несмотря ни на что, на давление со стороны оккупантов, всегда освещал события, которые там происходят, освещал репрессии,
который применяется со стороны оккупационных властей в отношении коренного народа Крыма, крымских татар. Он был фактически журналистом телеканала АТР, которого за правду оккупанты осудили на 14 лет лишения свободы. И сегодня, когда нам Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит о том, что нужно телеканалу АТР, первому крымско-татарскому телеканалу, который освещает ежедневно репрессии на полуострове, когда он говорит нам, что нужно участвовать в каких-то конкурсах, лотах и так далее, мне вопрос, а кто, в каком формате, как мы будем участвовать в этих конкурсах, если наши журналисты, гражданские журналисты работают на территории временно оккупированного Крыма и освещают там репрессии? Мы что, между ними будем конкурсы какие-то устраивать? Ну, вопрос, действительно. Я говорила про поддержку, которая сегодня оказывается телеканалу АТР. Спасибо всем большое. И про непосредственную поддержку Литовской Республики. Вчера глава Конституционного суда Литовской Республики поддержал телеканал АТР. Я предлагаю послушать его и продолжить наш эфир. Салям алейкум. Вітаю вас всіх. Мое имя Dainius Žalimas. Я являюсь председателем Конституционного суда Литовской Республики. Но больше сегодня я даже хотел обратиться к вам и в личном качестве. Уже 7 лет, как я лично внимательно наблюдаю за деятельностью телеканала АТР. В начале 2014 года именно этот канал для меня был источником прямой и правдивой информации о в то время происходящей оккупации Крыма российскими войсками. И еще долго он оставался именно единственным источником правдивой информации из уже оккупированного Крыма. И сегодня он является символом крымско-татарского народа, поскольку это единственный во всем мире известный телеканал, который посвящен именно крымско-татарскому народу, его истории, культуре, религии и тем будням, трагическим будням, которые происходят сейчас в оккупированном Крыму. Но этот канал не может пониматься как только крымско-татарский. Он в то же время и украинский телеканал, поскольку мы все прекрасно понимаем, что Крым будет украинским настолько, насколько он будет крымско-татарским. Крымско-татарский народ доказал, что он является единственной надежной опорой Украине в этом оккупированном регионе. И поэтому я думаю, что финансирование или даже закрытие телеканала АТР не является просто делом бизнеса. Это государственно важная задача. Это государственно важный вопрос. Я хотел бы вам сказать и то, что, я думаю, как по Конституции Литвы, так и по Конституции Украины государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях — это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. Поэтому я призываю вас всех найти самые достойные, самые мудрые решения этого вопроса. Я думаю, что Украина действительно является достаточно богатой и достаточно имеет политической воли для того, чтобы сохранить такой канал, как АТР,
который, как я уже упомянул, является именно в деле деоккупации Крыма символом крымско-татарского народа, символом и тех украинцев, которые борются за освобождение Крыма. И я думаю, что это решение, если надо, может быть приниматься и на законодательном уровне, поскольку это является делом всех, делом всей Украины, делом и нас с вами, которые тоже стремятся к тому, чтобы в этом мире не осталось порабощения, в этом мире восторжествовала свобода. А это невозможно без деоккупации Крыма и возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Я верю, что Украина способна достойно решить этот вопрос. Слава Украине! Дякуємо нашим литовским друзьям. Патриотическое такое обращение. Спасибо за поддержку. А к нам сейчас присоединяется волонтер Маруся Зверобій. Пані Марусю, вітаємо вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Нет ли у вас ощущения дежавю относительно очередной проблемы с финансированием телеканала АТР? Знаєте, я дуже не люблю популістичні речі, коли кажуть «Україна понад усе, Україна в моєму серці, треба любити свою батьківщину». І якщо я бачу, що це говорять, але цього не дотримуються, то я тоді дуже сварюся. Якщо є проблема з Кримом, ми маємо її вирішувати. Якщо ми не будемо вас бачити, якщо ми не будемо вас чути, в світлі того, що ми фактично там вже не можемо перебувати, то ми вас зрікаємось. І я закликаю всіх, хто може вплинути на це питання, бути дієвими і доказувати свою любов до цієї держави через підтримку наших кримчан. Ми однозначно, ми не просто брати, ми всі є однією Україною. І ми маємо бути разом. Тому питання будь-якої загрози єдиному телеканалу нашого Криму має максимально швидко вирішуватися. Взагалі не повинно стояти навіть. Пани Маруся, как вы считаете, почему так происходит? Почему сегодня правительство Украины, лишая Крым его голоса, лишая голоса крымских татар, фактически дискриминирует наш народ? Иначе мы к этому относиться по-другому не можем, если как не дискриминация. Ну, треба розбиратися, що там знову у них трапилося. Наше керівництво цієї держави, що ми маємо зараз, вже 1,5 року, дуже слабо показувало взагалі проукраїнську позицію. І в світлі останніх подій закрити ОПЗЖ телеканали і при цьому закривати телеканал Кримський, причому тут одне до одного. Це як ми на домовленостях закриємо певні телеканали ворога для того, щоб під шумок закрити ще і наших телеканалів. Треба розбиратися, що відбувається, хоча я не довіряю цій владі, вона не дала жодного приводу їй довіряти, тому все, що відбувається проти державних інтересів з боку цієї влади, воно, в принципі, мене не дивує. Ми маємо до цього бути готовими і готовими вирішувати ці питання. Пані Марусю, хтось каже, що це бюрократичні якісь лабіринти, а хтось каже, що це така спрямована акція ФСБ та якась рука Кремля. Ви як вважаєте? Спрямована акція ФСБ, я вважаю, це Зеленський. Все інше наслідки. І ми зараз задовбалися вже боротися з наслідками, то я би хотіла би взятися вже за причину. І я сподіваюся, що я за неї скоро нормально візьмусь. Я не знаю, що я можу для вас зробити, ви тільки скажіть. Тому що однозначно я підтримую ваш телеканал і без вашого голосу не може бути на цій землі взагалі, як можуть бути тіла народності, які заткнуть рот. Как вы считаете, действия... Ваша підтримка, дуже дякуємо. Как вы считаете, действия нынешней власти ложатся ли в стратегию деоккупации Крыма? Как вам это видится?
блокируют финансирование, лишают голоса. Мы деоккупации добиваемся таким образом? Ну, то есть, знаете, возникает вот реально возникают сомнения. С одной стороны... Да. Я навіть ні разу не чула взагалі з уст нашої цієї зеленої влади слово сполучення деокупація і далі Криму або деокупація Донбасу. Ніж в глазах Путіна, помню, було. А про деокупацію ні разу не чула. Тому такі дії абсолютно логічне продовження державної політики зеленої влади. Треба боротися і навалювати їм. Дуже дякуємо вам. Спасибі. Маруся Звіробій, волонтерка, була з нами на прямому зв'язку. Ну что ж, мы вынуждены попрощаться с вами. Но да, выпуск новостей. Выпуск новостей буквально через несколько минут продолжает эфир телеканала АТР. А далее в этой студии будет программа «Прайм» с Османом Пашаевым, у которого в гостях будет вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор телеканала АТР. Мен Крым татар де муражат этмеге истейм шүкетағамна беждақа қалада яйным знайық елмесіне атта бір беждақа декілді о 4 даққа бар бізім айтacak şeylerimiz аққатенде чоқ сайғылар қадашлар амма шундан емин олыңыз ки bu күн яратылған bu sorunlar bu problemler mutlaka çözülecektir. Yani biz bu yolga bilmeyim bir böyle fırtınadan korkup ketmeyecekmiz. Yani biz bu yolga fırtınadan korkacak olsak zaten çıkmaz edik. Zaten halkımız çıkmaz edi. Onun için bu fırtına da diğer fırtınalar gibi mutlaka yok olacak ve böyle sakin bir sular gelip sakin şekilde men umut etем biz faaliyetimizge devam edecekmiz. O sebepten üzülmeniz, kederge dalmanız bizim için sizin desteğiniz çok mühimdir. Bizge bu günge kadar destek etkenlerge ayrıca herkesке teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz. Şevket Bey, айтacağınız var. Bizler de gayretimizna көстерме керекміз, инатлығымызна көстерме керекміз, сонна жа тірелсек демек, мен білесе мақсатымызға кетерік. Тірелмесек, шымда кемиетнен бір ұзлашуларға кетсек, демек олар шымда бізге теклиф етелер, мына 25 миллион алыңда, сон демек ағызларыңызны қапатың деп, демек біле бір рус тілінде дегенде подачка демек бережеклерде, сон бізлеріні тоқтатажақлар, венді бір соз біле айттырмаға бермейжеклер, onun için bizler sonuna демек devlet tarafından ATR телеканалы 100% paranın mali taraftan temin etilmesi uğrunda kuruşumuzni devam edeceğimiz ve mutlaka yeneceğimize inanamız. Ve birkaç dakikadan ve mebilesem zaman yayınışımda bir 10 dakika olacak. Ondan son Gülsüm aytqani gibi Osman Paşayev bu studiyada olacak. Musafir Lenur Islamov, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin prezident muavini ve ATR telekanalının yol başçısı bu studiyada ve sonki malumatlarının ATR tarafında olgan belki de bir çizuf yolları endi peyda olgandır. Çünkü her vakit brevler, telefon ete bir teklifler ola. Onun için me bilesem Lenur Bey şimdi butunley bu meseleni temelinen açıklayacaktır. Ve bazı bir haberler de peyda olacağını düşünemiz. Saygılar arkadaşlar, ATR ile olunuz. Görüşkence.